Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня в нашей передаче мы говорим о проблеме искусственного прерывания беременности в подростковом возрасте. «Мама, я беременна!» Растирая сопли и глотая слезы, дрожащим голосом говорит ваша девочка-школьница. Ваш любимый и ласковый ребенок. Она еще вчера играла в куклы, а сегодня взрослая жизнь сыграла с ней жестокую шутку. Подросток находится в смятении, не знает, прекратить беременность или продолжать. Зачастую беременным девочкам не с кем поделиться своими переживаниями. Они замыкаются в себе, часто бывают подавлены, ощущают вину и страх. Это неудивительно, ведь происходит резкий переход из детства во взрослую жизнь. Девочка сталкивается с первым серьезным решением своей жизни. Причем принять важное решение нужно ей самой. Молодые отцы обычно сразу перестают быть крутыми парнями и предпочитают уйти в сторону. Даже в страшном сне матери не хотели бы видеть своих дочерей в такой ситуации. Но такое случается сплошь и рядом. Почему так происходит? Как уберечь свое чадо от такой проблемы, как ранняя беременность и искусственное ее прерывание? Попробуем разобраться. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Здравствуйте, Елизавета Ивановна. Добрый день, уважаемые телезрители. Что такое аборт? Аборт – это любое прерывание беременности на сроки до 22 недель. Аборты могут быть самопроизвольными и могут быть искусственными. Делятся они также на ранние и поздние. Ранние аборты – это которые происходят на сроки до 12 недель, поздние на сроки с 12 до 22 недель. По желанию женщины, по российскому законодательству, аборты производятся только до 12 недель. Все остальные методы искусственного прерывания беременности при сроке беременности больше 12 недель производятся только по решению врачебной комиссии и по наличию медицинских показаний, как со стороны матери, это состояние, представляющее угрозу для ее здоровья и жизни, так и со стороны плода. То есть, когда будущий ребенок имеет врожденные пороки, несовместимые с жизнью. Какие существуют способы проведения медицинского аборта? Медицинский аборт может быть проведен несколькими методами. Первый из них – это медикаментозный, второй – это вакуумный и третий – инструментальный. Но нужно помнить о том, что безопасных методов аборта не существует. Какие осложнения могут быть после аборта? Любое прерывание беременности, независимо от того, на каком сроке оно было произведено, чревато осложнениями. Осложнения могут быть ранние и могут быть поздние. Ранние осложнения возникают в первые часы или в момент проведения искусственного прерывания беременности. Наиболее часто это кровотечение, непроизведение неполного аборта, когда в полости матки остаются элементы плодного яйца, перфорация матки и начало гнойно-воспалительных процессов, чаще всего острых эндометритов. Поздние осложнения аборта могут проявиться через какой-то промежуток времени после проведения искусственного прерывания беременности. Иногда они дают о себе знать даже через много лет. К поздним осложнениям относятся прежде всего это хронические воспалительные процессы органов малого таза, которые ведут к множеству других последствий. На первом месте, конечно, стоит спаечный процесс, вследствие которого нарушается проходимость маточных труб, и поэтому очень часто бывают внематочные беременности, и самое частое осложнение – это бесплодие. Уже с первых дней беременности в организме женщины протекают физиологические и гормональные изменения, готовящие женщину к вынашиванию беременности и последующему грудному вскармливанию. Поэтому операция аборт является огромным стрессом для организма женщины. Прежде всего происходит нарушение ее гормонального статуса. Вследствие этого происходит нарушение работы функции яичников, развивается дисфункция, которая проявляется
нерегулярностью менструации, появлением боли во время менструации и способствует возникновению таких осложнений, как эндометриоза, поликистоза яичников, появлению как доброкачественных, так и злокачественных опухолей матки, яичников, молочных желез. Следующие наиболее часто встречающиеся осложнения – это хронические воспалительные заболевания матки, придатков, хронический эндометрит, хронический аденоксид. Кроме того, насильственное расширение цервикального канала в процессе аборта приводит к его ослаблению, что в последующем негативно влияет на протекание беременности, приводит к развитию невынашивания, увеличивает риск в развитии замирания беременности, мертворождения, синдрома задержки внутриутробного развития плода. При хронических воспалительных процессах малого таза очень часто развивается спаечный процесс, который затрудняет проходимость маточных труб. Вследствие этого часто у этих женщин возникает внематочная беременность и бесплодие. Какие методы профилактики абортов существуют? Для того, чтобы профилактировать аборт, нужно предупредить нежелательную беременность. То есть нужно планировать семью, определять желаемое количество детей, определять время, когда они должны рождаться и какой период должен быть между беременностями у женщины. Основными этапами это является прежде всего правильное сексуальное воспитание наших детей. К сожалению, наши девочки очень много информации получают из интернета, из средств массовой информации и при общении со своими сверстницами. И у них не всегда формируется правильный стереотип поведения с противоположным полом. Раннее начало половой жизни, незнание о средствах контрацепции – все эти моменты очень часто приводят к наступлению нежелательной беременности и впоследствии к аборту. Поэтому очень важно раннее просвещение девочек о беременности, средства контрацепции, правильно подготовить девочку-подростка к нюансам взрослой жизни. Все это возможно только при доверительном отношении, прежде всего в семье, между мамой и дочерью, в школе между педагогом и школьницей. Все это может помочь избежать нашим детям совершить ошибки, которые могут иметь далеко идущие последствия для их дальнейшего здоровья и социальной адаптации. Самое главное предназначение женщины – это дарить жизнь, быть матерью. Еще одним неизменным фактором, который может профилактировать аборты, это прежде всего научиться использовать средства контрацепции. Средство контрацепции должно быть эффективно, безопасно, удобно и доступно. В современных условиях существует несколько средств и методов контрацепции. Это гормональная, барьерная, химическая, внутриматочная, экстренная контрацепция, физиологические методы контрацепции и хирургическая стерилизация. Хирургическая стерилизация является необратимым методом контрацепции. Гормональная контрацепция делится на несколько видов. Это могут быть оральные контрацептивы, инъекционные препараты, пластыри, вагинальные кольца, внутриматочные средства контрацепции с гормонами. Экстренная контрацепция может быть использована в случае незащищенного полового акта в течение 72-120 часов. Это, конечно, чрезвычайная мера, но она все-таки лучше, чем аборт. К сожалению, у наших женщин бытует такое мнение, что прием гормональных таблеток обязательно приведет к увеличению массы тела. Все это мифы. Современные гормональные контрацептивы не вызывают изменений массы тела. Кроме того, сейчас проведено очень много исследований, где установлено, что длительный прием препаратов снижает риск развития таких заболеваний, как рака яичника, рака эндометрия, рака молочных желез. Помочь выбрать наиболее приемлемое средство контрацепции, как гормональное, так и любое другое, учитывая все противопоказания и особенности, может только врач. Какие методы контрацепции можно рекомендовать подросткам? Согласно рекомендациям ВОЗ, подросткам рекомендуется так называемый двойной голландский метод контрацепции. Это использование оральных контрацептивов и механических средств защиты презервативов.
Оральные контрацептивы – это наиболее эффективное средство предохранения от нежелательной беременности. А презервативы предохраняют не только от беременности, но и от инфекций, передающихся половым путем. Уважаемые мамы, мне очень хочется, чтобы наши с вами девочки в будущем стали хорошими и здоровыми мамами и родили нам здоровых и красивых детей. И в этом мы с вами должны сотрудничать. Благодарю вас, Наталья Николаевна, за полезную информацию. Здравствуйте, Владыка. Добрый день. Сердечно рад вас видеть у нас. Владыка, скажите, пожалуйста, много ли молодежи посещает церковь? Я бы сказал, на сегодняшний день у нас посещает храмы довольно-таки много молодежи. Во-первых, при каждом городском храме у нас есть воскресная школа, где приходят подростки и более старшего возраста молодежь на занятия в воскресную школу. Мы проводим ежегодно рождественские, пасхальные фестивали. И также молодые ребята принимают участие также и в богослужениях в нашем храме. Владыка, а как относится православная церковь к абортам? Православная церковь к абортам относится очень отрицательно, потому что аборт – это узаконенное детоубийство, это грех. Жизнь человека не имеет цены, она бесценна. К сожалению, по статистике Российская Федерация занимает одно из первых мест по греху аборта. Особо мне приходится констатировать такой факт, что у нас высокий процент имеет несовершеннолетних девочек, которые уже, как говорится, испытали на себе это и уже совершили это грех аборта. Потому что все от чего зависит? От безверия, от маловерия, от распущенности и многих факторов. Я сегодня не хотел бы все говорить, потому что практически каждый знает. Но этого не должно быть. И мы, в том числе и как церковь, должна этим заниматься, и на государственном уровне. И родители должны в первую очередь воспитывать своих детей, и в школе. Все должны доносить до души человека, до девочек, до несовершеннолетних, что этого не должно быть. Потому что если душа человеческая начинает с этого уже, несовершеннолетний ребенок, а мы знаем, уже в 15-16, а то и раньше лет, уже некоторые приходят к врачу на эту операцию, так называемую, да, что ждет дальше? Ведь душа человека, человек, он вообще двусоставный, состоит не только из тела, но и души. Я не говорю, что какое здоровье будет этого человека, но ведь и здоровее от этого человека не будет, мягко говоря. Наоборот, болезни посещает, но посещает еще и скорби. За мою уже многолетнюю практику священника очень часто приходилось видеть быть свидетелем таких случаев. Да, по молодости женщина сделала аборт. Проходит какое-то время, она достойную нашла себе пару, надо бы ребеночка родить, не рожает. А почему? Вот был грех. И жизнь идет опять, как говорится, по наклонной. И это, я бы сказал, рана кровоточащая, которая, в общем-то, сопровождает всю жизнь человека. Если человек на самом деле, он нормальный, он понимает, но некоторые не хотят этого понимать или как-то пытаются себя оправдать, прочее, да. Можно обмануть кого хочешь, но себя и Бога не обманешь. Потому что жизнь, она такая штука непростая, ведь сделаем мы что-то плохое, нам же это плохое вернется. Сделаем грех, этот же грех от нас никуда не останет. Поэтому есть такая старая хорошая поговорка: «Береги рубашку с нову, а честь с молоду». А можно ли получить прощение церкви за совершенный грех детоубийства? Святые отцы говорят, что если бы не было таинства покаяния, то ни одна бы плоть не спаслась.
Да, у нас есть таинство исповеди, таинство покаяния, к которому мы можем подойти и исповедаться во всех своих грехах, в том числе и в грехе детоубийства. Но в чем состоит это вообще таинство? В том, что человек, когда приходит, он должен не просто рассказать свой грех, но и покаяться достойно, чистосердечно и изменить свою жизнь. Господь, согрешившей женщине, так сказал: «Иди и больше не греши». Во-первых, если человек по какой-то причине уж сделал этот грех, то он никогда не должен этого делать. И каяться должен всю оставшуюся свою жизнь. К сожалению, такие случаи не часто бывают. Да, много женщин приходят на исповедь, каются в какой-то степени в этом грехе, но проходит какое-то время и опять возвращаются туда, откуда пришли. Здесь, на самом деле, если человек кается, то этого не должен делать больше. И кается от всего сердца, от всей души. Приходить в храм, не только вот пришел человек на исповедь, да, вот ему там посоветовал кто-то там из близких, что приди, там покайся, и Бог тебя просит, и иди с Богом. Нет, должен именно раскаяться, не делать этого греха, приходить всю дальнейшую свою оставшуюся жизнь в храм, делать добрые дела, жить жизнью церковной, поститься, исповедоваться, причащаться и делать добрые дела. И по мере возможности, если человек уже на самом деле осознал свой грех, донести до других окружающих себя людей, чтобы они тоже этого не делали. Ведь на самом деле это катастрофа, это чума 21 века, я бы сказал, вот этот грех. Особенно мы видим, когда молодые неокрепшие души уже идут по этому пути. Ведь кровь младенцев потом взывает же, как говорится, к душе матери. И не только, я бы сказал, матери, ведь тут равно одинаково виновата не только женская сторона, но и мужская. Одинаково должны каяться в этом грехе. И, как говорится, причина, потому что это греха с обеих сторон. А то думаешь, что только вот женщина, значит, она забеременела, потом вот такое с ним случилось, и она только виновата. Нет. Мужчина тоже самое одинаково виноват. И он тоже должен каяться в этом грехе. И на самом деле как-то потихоньку мы должны к этому идти, доносить обязательно до молодежи, что нельзя этого делать ни в коем случае, потому что это все аукнется со временем. Приходит, как я уже немножко напоминал, что это только маленькая талика, я бы сказал, что вот этого. Потому что у людей начинается и в жизни не везет, и со здоровьем, и все. А какой у нас высокий процент онкологии? Это тоже все взаимосвязано. Да, взаимосвязано, понимаете, это очень-очень. И вот на самом деле я бы хотел даже обратиться в первую очередь не только вот к молодым телезрителям, но и к их родителям. Берегите души детские. В первую очередь. Вот как только родился ребенок, приносить надо его обязательно в храм. Значит, покрестили. Потом приносить в храм, чтобы он причащался, чтобы участвовал, так сказать, в богослужении. А когда он в храме будет, все равно Господь его сбережет. Ведь при крещении каждому человеку дается ангел-хранитель. И вот на самом деле, когда мы живем с Богом, Господь с нами. А когда Господь с нами, то никто же против нас. Владыка, что бы вы хотели пожелать нашему молодому поколению? Что я могу пожелать нашему молодому поколению, нашей дорогой, замечательной молодежи? Это наше будущее. И вот какое оно будет, такая наша будет жизнь, такая будет наша отчизна, такая будет наша страна. Быть физически и духовно крепкими, быть образованными, быть дисциплинированными, быть умными и быть духовными, быть целомудренными, потому что без этого мы не сможем продлить нашу жизнь, мы не сможем жить в развитом государстве, в современном государстве. Мы не сможем жить с Богом, если мы от Него отойдем. Потому что, слава Богу, у нас открываются храмы, приносят младенцев и немножко постарше людей
чтобы покрестить. И вроде бы мы как бы все уже крещенные называемся, да? Но, к сожалению, после того, как покрестили младенца, родители надолго забывают его привести в следующий раз. А так не должно быть. Мы не должны быть по буквам только христианами. Мы должны и по жизни быть, идти за Христом, идти за Богом. А когда мы будем идти с Богом, Господь будет всегда с нами. Хочется также поздравить с наступающими праздниками, с праздником Масленицы, чтобы провели его достойно, духовно, церковно и всего самого доброго. Храни вас Господь и Матерь Божия. С праздником! Благодарю вас, Владыка, за интересную беседу. Наша передача подошла к концу. До свидания. Берегите себя и своих близких.